Сегодня в 5 часов 30 минут по московскому времени в Советском Союзе, в Якутской АССР, произведен подземный ядерный взрыв мощностью до 20 килотонн. Попытка интенсифицировать разведку нефти и газа с помощью ядерных взрывов ничего практически не дали. Начиная с 1973 года на территории Якутии произведено 12 подземных ядерных взрывов. Я задал вопрос во время первой сессии Верховного Совета заместителю председателя также Белоусову, какой научный институт разработал технико-экономическое обоснование и дал рекомендацию по применению подземных ядерных взрывов в условиях вечной мерзлоты и какая гарантия их безопасности для окружающей среды. Конкретного ответа я тогда не получил, кроме простых перечислений произведенных взрывов. Кстати, специалисты единственного в Союзе института мерзлотоведения, находящегося в городе Якутске, не были поставлены даже в известность, не говоря о консультациях с ними. В науке о вечной мерзлоте известно, что в слое вечной мерзлоты всегда присутствует вода. Ледяные линзы способны оттаивать и мигрировать по подземным жилам. В них много трещин и тектонических разломов. К тому же район, где произведены 7 последних подземных взрывов, является водоразделом крупнейших рек Лены и Вилюя. Осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1, 0. Подземный ядерный взрыв становится созидателем. Ничего практически из этих взрывов мы не получили экономической выгоды. Однако изуродована природа, нанесен серьезный урон окружающей среде. Во всех встречах с избирателями неизменный наказ добиться прекращения опасных для окружающей среды для населения, для здоровья республики, подземных ядерных взрывов в условиях вечной мерзлоты. Раньше все это являлось следствием административно-нажимного диктата со стороны руководства высшего эшелона. Согласие местных руководителей даже не спрашивали. А сегодня этого нельзя допускать. Мои избиратели, трудящиеся республики требуют принятия дополнительных мер в местах произведенных взрывов по обеспечению полной безопасности для окружающей среды, полного прекращения подземных ядерных испытаний в условиях вечной мерзлоты под видом производственных нужд. Осудить волюнтаристские действия организаторов и исполнителей этого антинародного акта, привлечь их к ответственности за содеянное.